началось это заседание Комитета ООН по правам человека, который рассматривает доклад Туркменистана о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах. Правильно? Значит, там выступает туркменская делегация, и она, как я понимаю, отчитывается о том, что они сделали по предъявленным вопросам, которые были им заданы, ну, наверное, в прошлом году. Да. Что вы скажете на то, что как ответила туркменская делегация на предъявленные вопросы? Что им, во-первых, задавались? По каким вообще, какие вопросы поднимались? На самом деле сегодня был только первый день рассмотрения вот этого второго доклада Туркменистана, и все рассмотрение продлилось 3 часа. Из них примерно 2 часа ушло на то, что делегаты, туркменские официальные лица, это в частности Атагельды Халджанов, он был главой делегации, они вот буквально на протяжении 2 часов говорили о том, какие были приняты законы новые, или какие законы были обновлены, чтобы обеспечить соблюдение прав человека. Все вот эти 2 часа вот, в буквальном смысле ушло на то, вот они повторяли, статья такая-то гарантирует то-то, там президент одобрил то-то, то-то, то-то. Единственное новое, что я услышал из их отчета, это было то, что 3 марта на заседании Кабинета министров президент предложил парламенту, направил в парламент 3 кандидатуры на должность омбудсмена. Я вот сейчас перечитал отчет ТДХ от 3 марта. Там о количестве кандидатов не было сказано, но вот сегодня выяснилось, что их было 3, однако официальные туркменские лица отказались называть их имена. Вот. Потом, значит, после их выступления слово было предоставлено членам комитета ООН, а до этого на протяжении около часа мы, неправительственные организации, проводили с ними неформальную встречу, поднимали самые разные вопросы, начиная от политзаключенных, исчезнувших в тюрьмах, однополых отношениях, принудительного труда, прав женщин, состояния тюрем и так далее и тому подобное. Назывались конкретные имена людей. Они все записали внимательно, и некоторые из этих имен сегодня, вот когда члены комитета получили возможность задать свои вопросы, некоторые из этих имен были озвучены. Но дело в том, что так как времени оставалось мало, когда вновь дали слово туркменской делегации, они, знаете, опять стали как-то уходить вот в законы, то, что закон, допустим, я скажу вам про принудительный труд, что они сказали. Они начали перечислять трудовой кодекс, они начали говорить, что есть статья в Конституции, которая подразумевает там свободу выбора и оплату и так далее, и все такое. Вот. Ничего не было сказано о том, что десятки тысяч госслужащих каждую осень отправляются на уборку флота. Такое ощущение, как будто официальная делегация вроде слышит этот вопрос, но опять-таки отвечает по своим бумагам, по своим записям. И знаете, там такой курьез небольшой случился, когда глава делегации Атагельды Халджанов, видимо, нужно было что-то сказать про использование принудительного труда, и то ли он потерялся в своих записях, то ли что, но он так сильно как-то начал, как туркмены говорят, сакоулады, да, он не знал, что ответить, и в итоге сказал, вот я здесь записал сейчас, я процитирую: правительство не может использовать принудительный труд. Мы считаем это некорректным вопросом. Понимаете, да? То есть они выглядели, ну, очень там, не знаю, и модератор какой-то, честно сказать, плохой был, вот, который мог бы сказать: так, ладно, про законы мы слышали, про это слышали, вы конкретно ответьте на поставленный вопрос. Вот. Вы сами уже сколько принимаете участие вот в этих вот заседаниях? На самом деле это мое 2-е участие. Первый раз я был в 2013 году, тоже в Женеве здесь.
но там у нас не было неформальных встреч. Мы только присутствовали в зале, где туркменская делегация отчитывалась. Там вот был Бепа Хаджиев, и когда он, кстати, матюкнулся в микрофон, вот, это услышали. Я на самом деле не знаю механизмов, как часто они встречаются, как часто они отчитываются и слушают друг друга, но то, что это периодическая тусовка, так скажем, да, то я думаю, либо это ежегодно, либо раз в 2 года. Но существует ли какой-нибудь механизм, чтобы это решение могло быть претворено в жизнь? Потому что в любом случае из года в год они приезжают, они зачитывают то, что якобы они должны сделать, и ничего не делается, имена те же. То, что люди спрашивают у них, это все, в общем-то, ничего не повторяется. Как можно это все сдвинуть, как бы сказать, что сдвинуть эту гору вот этого вот умалчивания? На самом деле они вновь и вновь повторяют слово «диалог». Им важно, и комитету ООН по правам человека важно вести этот диалог, и туркменской стороне важно приезжать и как-то отчитываться, да. Тут такая процедура, то, что вот туркмены, допустим, приехали, отчитались, а потом члены комитета предлагают им перечень вопросов и, да, в отношении вот их докладов. Потом они на эти вопросы, а могут не отвечать. И вот сегодня, когда началась сессия вопросов и ответов, один из представителей, один из членов комитета ООН, он задал конкретный вопрос. Он назвал 8 имен, вот у меня здесь они записаны. Это Комаровский, Иклымов, Бозбей, Аразов, Шихмурадов, Худайбергенов, двое их, М и А, Ахмед и Махмуд, и Джапаров. Что никакой информации по этим делам нету, хотя туркменской делегации, это уже в прошлом году еще, им предлагалось ответить на эти вопросы. Тем не менее, сегодня ответов мы не услышали, и сессия сегодняшняя закончилась тем, что завтра с утра в 10 часов туркмены начнут уже отвечать на вот эти вопросы, которые сегодня в конце сессии были заданы. А когда у вас была неформальная встреча, вы записывали это на видео? Потом... Нет, не записывал. К сожалению, у нас так случилось, то, что неправительственный сектор Туркменистана представлял я, по сути, один, и также был представитель норвежского Хельсинского комитета Ивар Далер. Вот там были еще другие лица, но они фактически слова не вставляли. Мы с Иваром, получается. Они опять не ответили на вопрос о насильственных исчезновениях и о тех лицах, живы они или нет? Нет. Сегодня нет. Ожидается, что завтра это будет. Ожидается завтра. А по имуществу, что незаконно идет изъятие имущества и нарушение вот гражданских прав, не задавался этот вопрос? Этот вопрос не задавался, это подразумевается, что будет завтра. Единственное, члены комитета, вернее, члены туркменской делегации ответили, это по вопросу относительно Сапармамеда Непискулиева. Значит, глава делегации Халджанов господин сказал следующее, когда ему задали вопрос насчет того, что как вы прокомментируете то, что рабочая группа ООН признала его лишение его свободы произвольным, он ответил следующее. То, что он 5 августа 2016 года делегация предоставила информацию и так далее, арестован 10 июля 2015 года в Туркменбаши. Странно, глава делегации сказал то, что при нем было обнаружено 26 доз медикамента, трамадола имеется в виду, хотя у меня есть другая информация, что там было 44 таблетки, а не 26. И то, что 31 августа он приговорен к 3 годам. И якобы он имел юридическую помощь со стороны коллегии адвокатов Балканабада, и то, что его жалобы являются неприемлемыми. И Халджанов назвал его психологически неустойчивым, я цитирую, психологически неустойчивым и человеком, который не раз наблюдался в соответствующих диспансерах. Вот. То, что якобы он журналист, он опроверг, он сказал
повторил слова Вепа Хаджиева, который тот на заседании ОБСЕ сказал, что что якобы информация о его журналистской деятельности не соответствует действительности. Для этого якобы нужно образование и плюс иметь навыки объективно отражать события. Вот. Что законный представитель своей профессии действует в рамках законодательства, у него нет образования и профессиональной подготовки, что позволило ему заниматься журналистской деятельностью. Хотя сам господин Халджанов при этом забывает то, что в Туркменистане есть закон о СМИ, который не требует какого-либо образования или каких-либо профессиональных навыков, а просто дает право человеку свободно собирать информацию и делиться этой информацией со СМИ. А вот у вас на сайте было написано, что поднимался вопрос о тех 2 тел, которые были отданы родственникам, и они весили 25 килограмм. На этот вопрос был задан этот вопрос, и как вообще... Этот вопрос был задан действительно, когда речь зашла, я сейчас найду свои записи. Член комитета ООН выразил озабоченность условиями содержания в местах лишения свободы. Было подчеркнуто то, что в туркменских тюрьмах и колониях имеют место избиения, применение электрошокеров, пытки, карцер, массовые избиения, пытки теплом и холодом, тесные помещения, где нельзя подняться в полный рост. И в частности было отмечено то, что именно в тюрьме Овадан-Депе отмечаются особенно тяжелые условия. И вот член комитета по правам человека задал такой вопрос. Если это... Вот были названы, вы правильно сказали, были названы 2, Лукман Яйланов и Наркулы Балтаев. И говорит, когда взвесили тело Наркулы Балтаева, и оно весило не более 25 килограммов, чем это можно иначе объяснить, нежели пыткой голодом? Вот. На этот вопрос ответа также пока не прозвучало. Надеемся получить его завтра, услышать. Вы можете поставить на комитете ООН такой вопрос, чтобы Туркмения не уходила вот от этих вот поставленных вопросов и не зачитывала свои по бумажке то, что они должны представить, а то, чтобы они отвечали за вот этих людей и все, что происходит в государстве. Но на самом деле вот эти сегодняшняя встреча, она и подразумевает то, что делегация будет отвечать. Тут вопрос скорее какой-то не совсем грамотной модерации всего мероприятия. То есть был бы я модератором, да, я бы прервал оратора и сказал бы: хорошо, мы это слышали, конкретно ответьте, пожалуйста, на вопрос. Но, увы. Ну хорошо, Руслан, будем ждать завтрашнего дня и посмотрим, что они уже ответят вам завтра. Завтра на самом деле будет интереснее, да, завтра будет жарко.